Всем привет, это программа «Специальный репортаж». Меня зовут Эмиль Тимашев, и сегодня мы поговорим на тему электромобилей. Да, конечно, вы можете сказать, что это уже давно не новости, рассказывать тут не о чем, поэтому мы решили сравнить несколько таких машин. Итак, у нас сегодня небольшая Mitsubishi, далее роскошная Tesla, городской Nissan и наша отечественная Lada, причем тоже полностью электронная и заводской сборки. Итак, наша задача доехать до поселка Булгаково и сравнить показатели, скажем так, расход топлива этих машин. Вот так выглядит наш маршрут на карте. С виду все просто, но на самом деле мы едем от розетки до розетки. Расстояние между ними почти 35 километров, и для некоторых электромобилей это может быть вполне существенно, особенно если ехать туда и обратно. Посмотрим, смогут ли все машины доехать до точки назначения своим ходом. Вот можно японский подучить. Что она сказала? Экономично едешь, говорит, молодец, продолжай. Праворульный Nissan Leaf Марата Алпарова, наверное, один из самых распространенных электромобилей. Их еще называют электрички. Таких в Уфе много. Наш водитель получил права всего 1,5 года назад и на бензиновой машине покатался около 2 месяцев, пока не попробовал электромобиль. Это изменило все. Удобно, в принципе, сел в машину, завел, поехал, там все равно мороз, не мороз. То есть нет такого, что надо там прогревать, что-то ждать. Просто сел, поехал, все, едешь, кайфуешь. Впрочем, не все так просто. Уфа хоть и город-миллионник, но над инфраструктурой для электромобилей еще нужно поработать, говорят водители. Допустим, так, чтобы бездумно кататься на электромобиле, как на обычной бензиновой машине, нет, не приспособлено вообще никак. То есть там сейчас, да, начинают ставить электростанции, зарядные станции. Но этого пока очень мало. То есть все равно приходится постоянно задумываться, куда ехать, как, откуда, чтобы зарядиться или чтобы просто сэкономить. Чтобы успеть пообщаться со всеми водителями, нам придется менять машины на всем протяжении пути. Следующий на очереди миниатюрный Mitsubishi Miev, самый лучший городской электромобиль по версии ее владельца Алексея Ерхова. Сел, покатался и понял, что нисколько не тесно. Она за счет того, что кругленькая, выглядит маленькой, а на самом деле, она, конечно, уже, чем стандартная машина, но для четверых, у нее 4 посадочных места, для 4 человек места ничуть не меньше. Кстати, вы знали, что автомобиль на электродвигателе появился раньше машины на двигателе внутреннего сгорания? Его собрали еще в середине 19 века, а спустя около 50 лет в Санкт-Петербурге инженер-изобретатель Ипполит Романов сконструировал 17-местный амнибус, что-то вроде электробуса, запас хода которого составлял 64 километра. Позже первые электромобили участвовали в гонках, ставили рекорды скорости и набирали популярность. Однако инженеры никак не могли найти решение главной проблемы – сложной системы зарядки электродвигателя. Плюс изменения на нефтяном рынке сыграли свою роль, и интерес к электромобилям начал спадать. Второе рождение электромобилей наступило на середину 20 века, а сейчас мы наблюдаем ее рассвет. Больше всего молодежь в восторге, потому что они понимают, что это за машина. А большинство обычных людей, они даже не понимают. Он, видите, пацан аж оттуда прибежал. Большинство обычных людей не знает. Такая реакция на знаменитую Теслу будет почти всю дорогу, ведь в Башкортостане таких всего 3, и Егор Арсланов – владелец одной из них. Год назад он пригнал ее из Москвы, на что ушло больше 50 часов. На обычном бензиновом двигателе Егор доезжает за 18, но Тесла, хоть и самый современный автомобиль в мире, но заряжается так же, как и все остальные, а на это уходит несколько часов. Вот год на ней ровно уже катаюсь, и я посчитал недавно, получилось, что я сэкономил 120 тысяч рублей за год только на налоги, потому что здесь 800 лошадей. И на бензине я проехал 18 тысяч километров, и за электричество я отдал 20 тысяч рублей. То есть на бензине я сэкономил тоже где-то порядка, наверное, 180, что ли, я не помню сейчас точно цифру я считал. Итого где-то 300 тысяч за год я сэкономил. Но это еще не все. Внутри машины продумано, пожалуй, все до мелочей. Огромная сенсорная панель, панорамное лобовое стекло, ну и, конечно, знаменитый автопилот. Вот сейчас, кстати, мы едем на автопилоте. Я не нажимаю ни педали,
не держу руль, то есть она сама едет, сама держит дистанцию, сама держит полосу, сама останавливается, собственно говоря. Это вот тоже офигенный плюс, это такая кайфушка офигенная. Впрочем, наши водители уже придумали, как можно улучшить западные технологии. Без бутылки, конечно, не обошлось, но оказалось, что с ней автопилот Теслы работает гораздо лучше. Тут есть датчик именно сопротивления. Если вот сюда засунуть бутылку воды, то будет сопротивление на руль, и можно вообще руль не трогать. Но это такое же, наши русские придумали. Но это будет не очень хорошо, наверное, держаться. Но вот так вот все. Если вот так вот сделать, можно руль вообще теперь не трогать. Как тебе такой Илон Маск? Впрочем, российские инженеры способны улучшить не только зарубежные автомобили, но и отечественные. Вот, например, детище стерлитамакского изобретателя, который из обычного ВАЗа 99-й модели сделал электромобиль. Изучал в основном интернет, конечно, все из интернета. Что, где, чего берется, как работает, какие аккумуляторы, это все, система управления. Над своим электровазом Вячеслав работал более 2 лет методом проб и ошибок. Не без помощи онлайн-соратников и интернет-статей ему удалось добиться своего. Машина полностью работает на электричестве и запас хода около 130 километров. Вот только зарядных станций в его городе пока нет, но инженер питает свою машину от самой обычной розетки. Для этого необходимо всего 12 часов. Уже я ошибки все те же самые не делал, поэтому я его уже не делал в 2 года, а буквально за месяц сделал. Здесь же в гараже стоит еще одно детище изобретателя – электроквадроцикл. Видимо, после такого опыта конструктор не собирается останавливаться. Главное, чтобы хватило места в гараже. А тем временем наш заезд продолжается, и мы уже успели сменить Теслу на нашу Ладу, так сказать, электрокалину. С виду ничего не изменилось, в салоне нет большого сенсора или специальных приборов, но водитель Игорь Помелов выбрал ее вовсе не из-за этого. Левый руль дешево. Основные факторы. Всего в России таких отечественных электролад около 30, говорит водитель. Своими характеристиками она мало чем отличается от зарубежных аналогов. И в этом мы смогли убедиться своими глазами. Прямо на трассе, в нескольких сот метрах от точки назначения, кафе-отдых в районе поселка Булгакова, одна из наших машин остановилась. Планировали доехать буквально вот до этой кафешки, не доехали буквально 500 метров, и там есть зарядная станция, мы бы там зарядились. Но из-за незапланированных петель по городу, плюс ускорения такие, все, у нас села батарейка. Ну вот и наша небольшая незапланированная остановка. Вы видите, что 2 машины в порядке, даже 3, но вот наша небольшая Mitsubishi остановилась, села зарядка. Сейчас мы будем брать ее на буксир и таким образом будем заряжать автомобиль, тот, на котором и остановилась, закончилась батарейка. Оказалось, что пока вас тянут на буксире, таким образом можно заряжать свой аккумулятор. Но есть одно но. Если вас тянет тоже электромобиль, то у него зарядка будет садиться чуточку быстрее. Благо нам ехать уже недалеко. Кстати, по поводу обслуживания электромобилей. Этот эпизод мы записывали уже после заезда, чтобы на всякий случай проверить, все ли в порядке с машиной. Поломки возможны только если ее пробить каким-то образом, хотя она довольно сильно защищена, и это практически нереально. Даже если вы на брюхо сажаете машину, очень редко какие-то поломки случаются. А требует батарея какого-то обслуживания? Нет, никакого обслуживания не предусмотрено, и даже как запасная часть она меняется только целиком. Ну, это по регламенту любого автопроизводителя. У нас, конечно, в России их разбирают и перебирают, увеличивают там объем батареи, чтобы подальше ездить. Что касается специальных сервисов для электромобилей, то их в республике пока не так много, но в отличие от обычных автомобилей, водители
машин на электродвигателе смогут почувствовать существенную экономию. В сравнении, например, если приедут два автовладельца, владелец электромобиля и владелец автомобиля с классическим ДВС, то, в принципе, на первом ТО там особо разницы не будет ощущаться. То есть ходовая часть, там все это, в принципе, идентично. Но со временем, с течением 2, 3, 4 лет, эта разница в стоимости обслуживания будет существенной. Примерно будет дешевле процентов на 80-90. Главная болевая точка электромобилей – это, конечно, станции для зарядки аккумуляторов. И пока даже в Уфе их единицы. Кафе отдыха возле поселка Булгаково – это возможность зарядить машину на въезде в город. Но в будущем их должно быть значительно больше. Все-таки количество электромобилей в республике неуклонно растет. Для того, чтобы было комфортно, я не говорю сейчас про город Уфу, миллионник, город Уфа — это минимум 3 сотни станций медленного типа, чтобы любой мог в любой точке комфортно зарядиться. А для республики, скажем так, в следующем году мы осилим не менее 200 станций. А вообще, если включится еще пару хороших предприятий, я думаю, мы покроем в течение 2 лет всю республику. Ну что ж, давайте подведем итоги нашего небольшого заезда, если так можно сказать, расход топлива. Итак, Nissan потратил порядка 40% заряда батареи. Наша малышка и вовсе сошла на ноль, ее даже пришлось буксировать. Tesla, понятное дело, 20%, отличный результат. И Lada тоже не ударила в грязь лицом, потратив порядка 35% заряда батареи. С учетом того, что мы ехали через город, преодолев расстояние порядка 30, может быть даже 40 километров. Но главное все-таки это то, что водители все чаще выбирают экологически чистый транспорт. И Россия сейчас находится в начале большого пути. Наш эксперимент показал, что электромобиль, по крайней мере в качестве городской машины, набирает популярность. Но для этого необходима инфраструктура, над которой уже работают в нашей республике.